поселке Хандыга продолжается реализация национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках которого осуществляется программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы. На этапе 19-22 годов в райцентре Тампонского улуса построено 4 пятиэтажных многоквартирных дома по улице Магаданская, геолога Кудрявого, строителей, в которые заселено свыше 180 семей, более 350 граждан из 26 аварийных многоквартирных домов. При этом ликвидировано почти 7500 квадратных метров аварийного жилфонда. Для уменьшения доли аварийного жилья в поселке все новые дома возведены в каменном варианте и с применением современных технологий. Ведь в Хандыге основная часть многоквартирных домов деревянные, 60-х, 80-х годов постройки, с физическим износом свыше 65%, что и стало причиной высокой доли аварийного жилья в Хандыге. В конце ноября в райцентре по программе переселения 98 семей получили ключи от новых квартир в пятиэтажном доме по улице Строителей. Несмотря на 40-градусный мороз, на открытие дома пришло большинство новоселов. С таким долгожданным событием поздравили первый заместитель главы Тампонского района Степан Кривошапкин, мэр поселка Хандыга Петр Новгородов, руководитель кооператива «Капитель» Кирилл Федоров. У нас по этапу 22-23 года сегодня построен большой красивый 98-квартирный дом. Конечно, это труд большего количества людей, действительно вовлеченных в реализацию данной программы. Общая площадь нового пятиэтажного дома по улице Строителей составляет 4600 квадратных метров. Это самый крупный жилой объект на сегодняшний день в райцентре. Новосел Ольга Провоторова встречает гостей в новой просторной двухкомнатной квартире на втором этаже. Ольга Петровна – педагог с 43-летним стажем работы. Она учитель русского языка в Хандыгской средней школе. Для нее это чудесный подарок в год педагога и наставника. И эта программа, она очень нужная. Столько ведь людей получили новые квартиры, столько радости, столько желания жить новой жизнью, мебель новую купить, чтобы было много счастья, чтобы было много радости в этих квартирах, чтобы было тепло, любовь, уют. И, конечно, я бы хотела еще раз сказать огромное спасибо нашему президенту, нашему правительству, нашей администрации поселка Хандыга и нашим строителям, которые построили этот большой уютный дом. Мы на сегодняшний день объявлен электронный аукцион по определению поставщика на приобретение жилых помещений у лица, являющимся застройщиком в строящемся жилом доме. Это аукцион объявлен по улице Молодежная на 54-квартирный дом и на 98-квартирный дом по улице Магаданская. В целом планируется переселить 143 семей. Это не учитывая компенсацию. В новый дом переехали 287 человек, а выплату компенсации получат жители из 74 помещений площадью более 3000 квадратных метров. Всего в Тампонском районе нацпроект предусматривает переселение 2840 жителей из 155 аварийных многоквартирных домов общей площадью свыше 55 тысяч квадратных метров. Накануне Нового года хозяева квартир продолжают заселяться в новый дом. Ветеран труда Полина Герасимовна Оконешникова одна из последних выезжает из старого дома по улице Строителей 3. Эту двухкомнатную квартиру она купила после смерти мужа в 2001 году. В последние годы там было совсем некомфортно жить. Все-таки 50 лет дому. Весной и летом протекал потолок, а подъезд затапливался сточными водами. Дом повело и требовался постоянный ремонт. Дом, когда я приехала, все нормально было, потом потихонечку уже стало спадать, с потолка течет пока. Кухня очень маленькая, конечно, вот развернуться негде. Тут, если ставишь, конечно, некуда ставить. Комната была тоже маленькая, зал немножко большой, а так все очень маленькое. И коридор, вот смотрите, тоже коридор маленький. Сейчас мы поедем в мой новый дом, я покажу там, в каком доме я буду жить.
Там тоже двухкомнатная квартира, седьмая квартира на первом этаже. Здравствуйте, Амадеем Каракалим. Вижу, как его. Мана Янковеха пока. Пойдемте в кухню смотреть. Подбудьте. О, ванна, чтобы туда идти. Куда? Вода есть или нет? Есть. До этого я жила в городе. Потом приехала, звонили, я приехала, ключи дали и пришла вот смотреть свою квартиру. Это кухня у меня такая большая, моя кухня вот так делаю сразу. Достаешь, а тут очень большая. Коридор большой и 2 спальни. Мне очень идет. Потом у меня туалет и ванна раздельно. Я же не думала, что к 80 годам я получу такую квартиру, большую, красивую. Очень рада. Президенту большое спасибо, главе нашему спасибо. Полина Герасимовна уже распланировала, что в кухне-гостиной она сделает зал, а маленькую комнату отведет под кухню, среднюю под спальню. Когда она проживала в селе Мигналдан, то неоднократно ее подворье удостаивалось звания «Лучшее подворье Тампонского района». Поэтому нет сомнения, что и в новой квартире устроится самым лучшим образом. Соседка Полины Герасимовны, 72-летняя Екатерина Александровна Павлова, коренная хандыкчанка. Ее родители, переехавшие в 1949 году в Тампонский район из города Якутска, считаются одними из первых жителей поселка Хандыга. Квартиру в доме по улице Строителей 3 приобрел ее брат Виктор Александрович. Оба очень благодарны государству за заботу и внимание. Виктор Александрович в новой квартире уже отметил свое 84-летие. Екатерина Александровна раньше всю жизнь с мужем снимала квартиры, но после того, как его не стало, переехала жить к брату. Сейчас она ухаживает за ним. Очень холодно было. Брат все время мерз. Обогреватели включали. Ну, вот все говорил, не доживу. Не доживу до новой квартиры. Я его все подбадривала. Держись, дождешься. Ну вот, теперь, говорю, дождался. Вот, живи и радуйся. У него диван шикарный. Он же у нас по половинке стоял там, в той квартире, не входил в комнату. А тут полностью вошел. Доволен вообще, конечно. Давно ждали. Вот, наконец-то, обрадовали. Хорошая квартира, все, пожалуйста. Работайте, живите на здоровье. У брата была квартира 54,9, но сейчас квартира 60 квадратов. Конечно, просторнее, намного больше и выше, и воздуха больше, света больше, окна больше. Конечно, мы довольны очень. Светлана Максимовна Моторина в январе 2024 года в своей 3-комнатной квартире собирается отмечать 75-летний юбилей. В доме по улице Магаданская, 35, прожила 25 лет. Долгие годы она трудилась в речпорту, в торговле. На заслуженный отдых Светлана Максимовна вышла в 63 года и занималась огородничеством и садоводством. Ей попалась очень удачная планировка. В квартире 2 балкона с выходом на 2 стороны. Теперь хозяйка там будет разводить свои цветы. У нас много еще старых домов. Но я думаю, вот здесь рядом же строятся еще дома. Уже построены. Будущую зиму будут переселять. Да, несколько лет назад, конечно, этого не ожидалось. Я не ожидала. Но теперь я убеждаюсь в обратном, что народ будет жить хорошо. Молодежь будет. Вот моя внучка окончила Петербургский университет и приехала сюда, любит Хандыгу.
Она здесь родилась, школу закончила. Теперь она ИП. Дочь моя будет получать квартиру тоже из старого дома. И внучка тоже. Будем надеяться. В новой квартире почти вся мебель будет новая. В эти дни у Светланы Максимовны не только переезд, но и перекраска стен. Здесь будет все по вкусу хозяйки и внучки Юлии. Также в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в райцентре Тампонского улуса строятся еще 2 дома по улице Лесная и Кудрявого. Они будут сданы до конца 2024 года. Строительство домов по программе переселения в основном ведется в центре поселка Хандыга, и она обеспечивается полностью инфраструктурой и всеми необходимыми комплексами. Граждане, которые получают жилые помещения в вновь построенных жилых домах, получают не менее ранее занимаемой аварийной площади, а также соблюдением всех норм и правил жилищного законодательства. При строительстве многоквартирных жилых домов обязательно предусматривается благоустройство территории, устройство детских игровых площадок, а также парковочных мест. При этом при соблюдении норм противопожарной безопасности обеспечивается круговой проезд. Поселковая администрация старается своевременно ликвидировать аварийные дома. В следующем году подлежит сносу 15 аварийных домов, поэтому необходимо будет предусмотреть средства в поселковом бюджете. На освобожденных участках администрация планирует обустраивать общественные пространства, парки, возводить социально-культурные объекты. В частности, уже идет работа над проектно-сметной документацией Дома культуры на 300 мест. Меняется территория, поселок меняется, и на сегодняшний день мы разрабатываем мастер-план поселка. Был объявлен конкурс фондом будущих поколений на разработку мастер-плана поселка Хандыга. Выиграло архитектурное бюро «База-14». На сегодняшний день работы ведутся. По завершению работ по мастер-плану мы разработаем план межевания территорий, план планировки территории. Потом, конечно, нам придется поработать по генплану. В целом, реализация национального проекта «Жилье и городская среда» и программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы в Тампонском районе очень успешна и эффективна. Она способствует улучшению жилищных условий для населения и повышению качества жизни граждан.